Здравствуйте, дорогие мои ребята, милые зрители нашего театра. Что же, друзья, устраивайтесь поудобнее. Сегодняшняя наша лекция посвящена спектаклю Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова «Туған күн» – День рождения. Она написана по мотивам русской сказки, а в нашем театре сценическую версию написал молодой и талантливый, жадный до знаний актер Улан Болатбек. Это его первая пьеса, а не так давно он написал еще одну пьесу для детей «Көліктер тартса» о правилах дорожного движения. Сам же и поставил его. Этот спектакль получился удачным и зрелищным, но о нем я расскажу как-нибудь в другой раз. Улан Болатбек с детства много читал, интересовался всем, а сейчас не только пишет пьесы, но и киносценарии. По его сценариям были сняты такие сериалы, как «Тәуекел», «Жаңғырық», «Сен жалғыз емессің». Итак, мои друзья, сегодняшняя наша лекция будет о музыкальной сказке «Туған күн», о перипетиях и событиях между 7 козлятами, их мамой, волчонком и Хрюшкой. А поставил спектакль молодой и перспективный режиссер нашего театра, знакомый по спектаклям талантливый актер Шағуан Умбетқалиев. Танцы такие красивые и легкие поставил хореограф Адлет Таменов. Художник Айдана Бисембаева с большой любовью и фантазией создала сказочный мир. Музыкальное оформление же принадлежит Алибеку Карабалину. А теперь, ребята, поделюсь кратким сюжетом сказки. В один прекрасный день мама козлят Кулман-апа привычно рано встала, сделала бодро зарядку, привела себя в порядок, разбудила своих козлят, приговаривая и напевая. Ах, козлята, детки мои любимые, выспались ли? Умывайтесь-ка быстрее, сказав, что вечером объявит, какой сегодня праздничный день, взяв корзину, уходит со сладостями на базар. Конечно, уходя, дает наставление не сорить, не шуметь, не драться, двери посторонним не открывать, в Инстаграм много не заходить, гаджетами не увлекаться, слушаться самую старшую сестру. Но не тут-то было. Как мама ушла, свобода. Шумели, прыгали на батутах, танцевали. И, конечно же, как тут без Инстаграма? Здесь они узнают, что сегодня у мамы день рождения. Выходят в прямой эфир и сообщают друзьям, что они дома без мамы. И, конечно, об этом узнают волчонок и Хрюшка. Они, переодевшись, обманным путем заходят в дом и крадут самого младшего козленка, который еще даже не может ходить и говорить, а зовут его Иркитай. Он самый милый и сладкий. Остальные козлята решают до возвращения мамы найти Иркитая. В конце концов находят, побеждают волчонка и Хрю-Хрю. Возвращаются все 7 домой. Ведь не зря говорят, в единстве сила. Олай болса тезірек үйге барып, анамыздың туған күніне дайындалайық. Кеттік. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Болшы, болшы. Атшы, кетші. Они начинают готовить номера, чтобы поздравить маму с днем рождения. И вдруг раздается звонок.
Но теперь сразу уже не открывают дверь. Просят доказать, что это действительно их мама. Просят назвать всех поименно. Мама перечисляет имена, журит их, как может делать только она, поет свою любимую песню. И тут нет радости пределам. Каждый козленок поздравляет любимую мамочку, показывает номер и рассказывает о случившемся инциденте. Мама Кулман, конечно, вначале испугалась, но потом убедилась, что все они целы и невредимы. Они дружно дали отпор волчонку и Хрюшке и были смелы и отчаянны. В трудную минуту собрались и не побоялись, не оставили в беде младшенького. Она успокаивается и танцует, и исполняет свою любимую песню. Она, конечно, выражает свою благодарность и любовь к детям, козлятам, делится и заряжает их оптимизмом и жизнелюбием. А волчонок и Хрюшка признают свою ошибку и просят прощения. Видите, ребята, как хорошо, когда можешь осознать свою ошибку и попросить прощения. А теперь, ребята, давайте познакомимся с персонажами сказки. Мама Кулман играют Динара Шамарбаева, Толкын Нурбекова. Русхак Козленок все время возмущается и ругается, а Рай Оказ – Ербол Садырбаев. Жылауық – Плачун, Олжас Сақ – Булатбек Улан. Бузукбек – Хулиган, Ернат Куншыбаев. Зулдақ, то есть Быстрорукий, Нурсерік Хенеспаев. Соткарбек – Драчун, Ерден Жақсыбеков, Нуржамал Абельясқызы. Шанкілдек – Писклявая, то есть Динара Нурболат. Еркетай – Баловень, Бақыткүл Серикбаева. Бөлтірік волчонок Ильдар Отарбаев, Мирей Ажибеков, Ербол Ыдырысов. Торай Хрюшко Асет Умбетбаев. Клоун автор Жақсыбек Турлығазы. Итак, мои маленькие друзья, если вы внимательно слушали и обратили внимание на имена ягнят, на их смысл, то поймете, что автор, назвав их такими именами, уже дает характер каждому образу. Самый младшенький козленок Еркетай еще не может ходить и говорить, но соображучий. Только волчонок собрался полакомиться им, он его лицо осыпал солью и перцем. И в это время появляются старшие братья и сестры козлята и выручают младшенького. Знаете, ребята, в этом спектакле собрался хороший актерский состав, ансамбль. Все играют свой образ, каждый нашел изюминку, зерно образа. Походка, движение соответствуют характеру образа. Например, Зулдақ быстренький, которого играет Нурсерік Хенеспаев, очень правдив, интересные штрихи нашел. Его движения неторопливые, ходит очень медленно, но руки, его рукам нет покоя, быстро-быстро перебирает ими и смотрится очень смешно. И вообще, созерцая спектакль, сам окунаешься в предлагаемые обстоятельства. Следя за игрой актеров, получаешь удовольствие, ибо они сами с удовольствием играют, живут, заряжают друг друга и восхищая зрителей. Создатели спектакля – автор Улан Булатбек, режиссер Шауан Умбеткалиев, хореограф Адет Таменов, художник Айдана Бейсембаева и музыка, подобранная Алибеком Карыбалиным, сумели создать удивительный мир сказки с декорациями, реквизитами, батутами, шарики, пульки для пистолетов из губки и другие атрибуты умело и к месту были использованы. Батуты, например, то служили кроватью, где можно было поспать, то на них прыгали, то танцевали. Режиссер и актеры нашли всему, что было на сцене, применение. Да, ребята, чуть не забыла сказать, что у каждого спектакля есть свой жанр – трагедия, комедия, драма и другие. А в спектакле «Туған күн» был впервые в театре использован жанр клоунады.
Конечно, во время репетиции были свои трудности, ведь жанр клоунады требует особой подготовки, цирковой. Но наши исполнители не растерялись, изучали этот жанр, психологию, пластику, мимику, жесты клоуна. Кстати, это первая и удачная постановка Шахуана Умбеткалиева. Конечно, в этом им хорошо помогал хореограф Адлет Таменов, так как раньше он занимался цирковым искусством. И получился спектакль, который дарит радость, доброту, мотивацию. Таким образом, мои маленькие слушатели, этот спектакль был написан и поставлен специально для вас. Он современен, показывает достижения техники, разъясняет пользу и вред социальных сетей. Спектакль вносит свой вклад в развитие детей, учит доброте, дружелюбию, почтению и уважению своих мам, учит бережному отношению родных и близких, сплоченности, согласию, уюту и миру в доме. И, конечно, видя дружбу, любовь друг к другу у козлят, волчонок и хрю-хрю поняли свою ошибку, раскаиваясь в содеянном, искренне просят прощения. А уметь осознать свои ошибки и извиниться – это великое дело, но и простить – не маленькое. Что ж, дорогие мои, будем сеять добро. Я надеюсь, в ближайшее время вы придете к нам в театр и окунетесь в мир сказки «Туган күн». Насладитесь искрометной игрой наших талантливых актеров. С нетерпением ждем вас, дорогие ребята. А теперь у меня к вам вопросы. Первый вопрос. Кто автор пьесы «Туган күн»? Второй вопрос. Кто и в каком жанре поставил спектакль «Туган күн»? Третий вопрос. Чтобы создать хороший образ, что предприняли актеры?